Здравствуйте, Олег Мусасович. Вы были назначены министром иностранных дел в апреле этого года, 2025. Как вам кажется, что из запланированного удалось вам осуществить? И, может быть, в целом, что нового было в деятельности МИД в этом году? Здравствуйте. Да, действительно, мы уже более 7 месяцев работаем вот в этом составе. МИД функционирует под моим руководством. В целом могу сказать следующее. Конечно, это был непростой и очень динамичный период. Достаточно вспомнить то обстоятельство, что мы оказались перед необходимостью активизировать работу с несколькими странами, с которыми у нас уже сложились дипломатические отношения, то есть страны, которые признали государственный суверенитет Республики Абхазия. Ну, в качестве примера приведу такой факт. Мы в непростой ситуации начали работу с Сирийской Арабской Республикой. Как известно, в декабре 2024 года эта страна претерпела весьма серьезную общественно-политическую трансформацию, сменился правящий режим, и, конечно, были сигналы о том, что нам стоит ожидать определенных перемен. Были и такие очень негативные прогнозы в отношении развития ситуации. Конечно, это послужило таким серьезным стимулом для того, чтобы мы стали более активно, более действенно проводить свою внешнюю политику в этом регионе. Как известно, я оцениваю эти результаты как положительные. Состоялось уже 2 моих визита в Сирийскую Арабскую Республику. Причем первый визит проходил в весьма непростых условиях. Как известно, на тот момент была высока и военная активность в регионе, и, конечно, очень высокая степень террористической угрозы. Мы наметили план мероприятий, согласовали это с высшим политическим руководством нашей страны. Президент поддержал наш принцип, наш подход к решению этой проблемы. И далее мы, конечно, уже занялись непосредственно практическими действиями. Состоялся первый визит в июле месяце этого года. Прошла моя встреча с министром иностранных дел господином Асадом Аль-Шайбани. И мы к взаимному удовлетворению подтвердили свои намерения укреплять сотрудничество, развивать те договоренности, которые были достигнуты прежде, и договорились о каком-то конкретном взаимодействии. Ну, затем, как известно, состоялся второй визит. Это уже было участие в самом масштабном событии региона, международной дамасской ярмарке, которая 62-й раз уже проходила. Это формат с очень большой историей, и в нем традиционно участвуют не только страны региона, но и, по сути, страны всего мира. 48 участников. И мы выглядели, я оцениваю наше участие, как очень достойное. И степень контактов, уровень этих контактов с правительством, с администрацией президента господина Ашара и с функционерами от различных отраслей, и в том числе, что меня особо радует, конечно, это такая площадка, на которой мы осуществляли контакты и с представителями стран, которые пока еще не установили дипломатических отношений с нашей страной. Очень активно и представители дипкорпуса, аккредитованного в Дамаске, и различные лидеры мнений арабского и не только арабского мира посчитали необходимым контактировать с нами. Да, конечно, я думаю, что я хотела бы подробнее обсудить этот вопрос, но начать позвольте с другого. Я думаю, что мы все знаем, что в этом году у вас было две встречи с министром иностранных дел России Сергеем Викторовичем Лавровым. Как бы вы оценили уровень межгосударственных абхазо-российских отношений и межмидовское сотрудничество в частности? Ну, безусловно, сотрудничество Абхазии и Российской Федерации, я уже неоднократно об этом говорил, и здесь двух мнений быть не может, что называется, носит глобальный характер. Это всеобъемлющее сотрудничество. Для нашей страны, для Республики Абхазия, это имеет судьбоносное значение. Сотрудничество и стратегическое союзничество, подлинное партнерство и дружба с великой страной,
с Россией для нас является определяющим. Это непременное условие сохранения нашей безопасности, высоких стандартов безопасности и условий для устойчивого социально-экономического развития нашей страны. Сегодня мы видим, какой мощный импульс придан вот этим процессам. Они намного более масштабированы и они еще и ускорены. Огромное количество направлений, по которым мы взаимодействуем. Ну и, как вы совершенно справедливо заметили, разумеется, первый мой визит после назначения на должность руководителя внешнеполитического ведомства, естественно, состоялся в Москву, в Россию. И состоялась встреча в июне этого года с моим уважаемым коллегой, министром иностранных дел России Сергеем Викторовичем Лавровым. Наши делегации, что называется, сверили часы, наметили самые актуальные пункты нашей совместной повестки. Встреча прошла на очень достойном уровне. Я хочу еще раз отметить ту глубину и степень партнерских взаимоотношений, которые предложили нам наши российские коллеги. Очень гостеприимный прием и очень насыщенная повестка по множеству вопросов. Ну, как известно, в октябре состоялась уже вторая полноценная встреча, где мы во многом подвели итоги того, что удалось сделать, оценили степень взаимодействия между ведомствами, а она довольно высока. Мы постоянно общаемся и консультируемся на уровне департаментов, профильных департаментов, региональных департаментов. Наша активность в том или ином регионе базируется на понимании и знании ситуации в этом регионе, в этой стране, в конкретной стране. И, разумеется, здесь у наших российских партнеров неизмеримо большие возможности, поскольку, как нам всем известно, существует разветвленная сеть загранучреждений российских, практически во всех регионах мира. И, разумеется, это очень высокий уровень компетенции. Эти специалисты, послы России в этих регионах, в этих странах, они оказывают нам всяческое содействие. Наши 4 визита, которые у нас состоялись, они, конечно, проходили при очень серьезном информационном и техническом содействии наших российских партнеров и коллег. Разумеется, это прежде всего позиция министра иностранных дел России, и дальше уже по вертикали это взаимодействие набирает обороты. Мы очень благодарны нашим российским коллегам. Я благодарен лично Сергею Викторовичу, его заместителям, руководителям департаментов за вот такое подлинно союзническое и партнерское отношение к абхазской дипломатии. Конечно, мы и в дальнейшем будем наращивать вот этот объем усилий, который сегодня складывается между нашими ведомствами. Мы в живой такой связи, в живой взаимосвязи, постоянный обмен информацией и не только с центральным аппаратом МИДа, но и с посольствами в той или иной стране. Конечно, мы намерены всячески дальше продолжать такое сотрудничество. У нас есть ряд планов в различных регионах мира. Я по понятным причинам не буду называть конкретных стран, но эта работа сегодня продолжается. Надеюсь, что мы результаты этого совместного взаимодействия при помощи наших российских коллег увидим уже в обозримой перспективе. Как известно, мы проводим скоординированную внешнюю политику с Россией. Об этом мы условились уже длительное время назад и продолжаем оставаться верны этим принципам. Россия всячески поощряет наши усилия и нашу активность по направлению получения новых фактов признания со стороны новых стран, которые могли бы установить с нами дипломатические отношения. И поэтому мы полны планов и в то же время, как и прежде, надеемся на помощь наших российских коллег. Олег Мсацевич, так или иначе, я думаю, что следующий вопрос тоже относится к этой теме. Наверняка вы смотрели интервью с Сергеем Кириенко, 2 нашим абхазским каналам, в том числе абхазскому телевидению. И как вам кажется, вот вы как глава внешнеполитического ведомства, скажем так, какие послания, какие месседжи вы оттуда извлекли, если так можно выразиться? Да, конечно, говоря о абхазо-российском сотрудничестве, вот об этом большом
масштабе, большом массиве мероприятий, которые сегодня проистекают между нашими странами, нельзя обойти вниманием тот факт, что впервые российскую политику в отношении Абхазии, весь этот масштабный объем вопросов и мероприятий сегодня курирует с российской стороны один из высших российских чиновников и наш соотечественник, а мы его именно так и воспринимаем. Я убежден и вижу это, даже общаясь с нашими соотечественниками, с нашими людьми, что подавляющее большинство его воспринимает именно как нашего соотечественника, земляка. Это, конечно, не может не вызывать чувство глубокого удовлетворения. Это человек, который лучше практически многих иных знает Абхазию, любит Абхазию, я в этом абсолютно убежден. И вот последние его и действия, и высказывания, в частности, вот вашему каналу и телеканалу Абаза, они подтверждают правоту моих слов. Это человек, который хорошо осведомлен и погружен, что называется, в ткань нашей ментальности, нашей политической культуры и хорошо понимает, как устроена абхазская политическая и социальная жизнь. Главные выводы, которые я вынес из интервью, о котором вы спросили Сергея Владиленовича, это то, что, в принципе, и близко нам по пониманию сути. Он сказал очень важную вещь, что никто не будет любить Абхазию больше, чем сами абхазы. Я думаю, это очень важный месседж. Он нам говорит о том, что нам стоит всем, объединившись, отбросив различные распри и различные политические и околополитические коллизии, все-таки сплотиться вокруг идей построения собственного государственного, национального эффективного проекта. И второй, конечно, важный вывод, который я вынес из этого выступления Кириенко, это то, что он абсолютно недвусмысленно подчеркнул, что в Абхазии нет никаких антироссийских настроений. Как известно, этот тезис на определенном этапе использовался некоторыми нашими политическими в прошлом деятелями. И вот сегодня представитель высшего политического руководства России говорит о том, что здесь нет ни одной политической силы. Это, кстати, очень созвучно моим представлениям о том, как устроена политическая жизнь в Абхазии. Ни одной политической партии, которая хотя бы задумалась о том, чтобы вести политическую враждебную деятельность по отношению к нашему главному союзнику и партнеру Российской Федерации. Здесь для таких политических сил просто нет питательной среды. Само общество отвергнет такие идеи и сотрет такое общественно-политическое движение с нашего политического ландшафта. Конечно, это не отменяет того, что иногда наши некоторые политические деятели или общественные деятели допускают какие-то риторические выпады. Но я думаю, что все-таки это не более чем инструменты в политической борьбе между различными политическими силами в Абхазии. В глубинном же смысле я полностью согласен с Сергеем Владиленовичем о том, что политических и общественных сил, которые были бы направлены против России, не существует и не может существовать. Тем более появляется больше возможностей, больший потенциал для того, чтобы, объединившись вокруг главной идеи построения независимого, суверенного, эффективного государства, Республика Абхазия, вместе объединить наши потенциалы и действовать конструктивно. При этом плюрализм мнений и разность в подходах – это довольно известная и часто повторяющаяся в общественной и политической жизни любой страны вещь. Этого не стоит бояться, но еще раз подчеркиваю, главное – это идея консолидации.
Благодарю вас. Хотела бы немного к другой теме перейти, скажем так, к теме ваших визитов. МИД действительно был очень активен в этом году, за эти месяцы. Вы уже говорили о Сирийской Арабской Республике, но хотела бы немножко уже подытоживая, скажем, то, что вы сказали, может быть, чтобы вы сделали главные выводы о том, как развиваются вот отношения Абхазии и Сирийской Арабской Республики. Может быть, немножечко тоже рассказали о том, как участвовала Абхазия в Дамасской ярмарке. Я хочу сразу сказать, что оценки организаторов Дамасской международной ярмарки, а это, как я уже говорил, 48 стран, для нас очень лестные, очень приятные. Наша экспозиция, наш павильон был одним из самых посещаемых среди павильонов всех стран. И здесь, конечно, свою важную роль сыграла наша абхазо-адыгская диаспора в этой стране. Как известно, около 150 тысяч человек, наших этнических соотечественников, проживают в этой арабской стране. Это довольно спаянная такая общность людей. Это очень пассионарные, активные члены сирийского общества. И самый главный вывод, который я делаю, это существенный внутриполитический фактор, в том числе и для правительства этой страны. Вы имеете в виду диаспору, да? Диаспора, Да. безусловно. И поэтому, конечно, они принимали очень активное участие в посещении, в культурной программе абхазской делегации на международной дамасской ярмарке. Это, конечно, привлекало еще и дополнительное внимание общества, различных политиков, функционеров, потому что когда такая огромная масса людей находится возле одного из павильонов, это, конечно, достаточно серьезный и приятный фактор. Во многом и этим были обусловлены те высокие контакты, которые у нас происходили на полях этой ярмарки, выставки. Мы пообщались с несколькими министрами правительства Сирии. Как известно, в состав делегации, кроме меня, входили и мой заместитель Ираклий Вахтангович Тужба, министр экономики Теймураз Зурабович Миквабия, министр культуры Даур Вадимович Кове, и другие наши сотрудники, и МИДа, и других ведомств. И поэтому у каждого был свой, так скажем, фронт работы. Были и общие наши встречи и с министром туризма Сирии, с министром культуры, с министром сельского хозяйства, руководители администрации президента приходили на нашу экспозицию, мы с ними общались, руководители различных регионов и городов Сирии, а также, как я уже говорил, представители дипкорпуса, аккредитованных в Сирии, и чрезвычайные полномочные послы, и специальные посланники своих правительств. И я считаю, что расширение контактов – это одна из главных составляющих в работе внешнеполитического ведомства. Ну и, разумеется, здесь я не могу не сказать о еще одном важном аспекте. В Сирийской Арабской Республике, как я уже сказал, так же, как и в Турецкой Республике, а мы также посетили с визитом Турецкую Республику и проинспектировали работу нашего полномочного представительства в Стамбуле. Существуют большие диаспоры наших соотечественников. Это важный, как я уже сказал, фактор. И мы ставим для себя одной из задач по работе с этими диаспорами еще и такую. Необходимо их информировать в полном объеме о том, какие процессы сегодня происходят в Республике Абхазия. Почему это важно, на ваш взгляд? На мой взгляд, это важно прежде всего для того, чтобы у них сложилось объективное представление о том, в частности, и для нас это важно, мы на этой работе концентрируем очень серьезное внимание, я об этом говорил и своим российским коллегам неоднократно, и мы будем наращивать усилия в этом направлении. Мы хотим показать, насколько для Республики Абхазия, для нашего народа сегодня важно сотрудничество с нашим стратегическим союзником Российской Федерации. И мы это делаем в простой и доступной форме. Например, в той же самой Дамасской ярмарке в Сирии мы говорили о том и показывали наглядно, делали презентации наших инфраструктурных проектов, таких как международный аэропорт имени Владислава Григорьевича Ардзенба, таких как морские наши возможности, логистические, потенциально транзитные, транспортные. И это встречает живой отклик со стороны наших соотечественников. Они понимают, что Россия
и защищает нас от военно-политических рисков и создает условия для устойчивого нашего социально-экономического развития и развивает вот такие инфраструктурные проекты, которые интересны для них уже сегодня. Например, сирийских министров очень так интенсивно интересовал вопрос о наших логистических возможностях наших морских портов. Например, еще и для того, чтобы часть своей продукции транспортировать через Абхазию на масштабный и дружелюбный к нашей стране российский рынок. Это очень важная часть нашего общего взаимодействия. Дополнительные возможности по обмену различными группами товаров и так далее. Все это происходит через вот эти инфраструктурные проекты, которые сегодня реализуются в Абхазии при помощи российских инвестиций. То же самое и в Турции. Я с чувством удовлетворения могу сказать, что мы активно держали руку на пульсе по такому важному направлению для нас, как выборы в руководителей Федерации абхазских культурных центров. И вот совсем недавно был избран очень достойный представитель наших соотечественников, господин Явуз Атрушба, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, который постоянно посещает Абхазию, пользуется заслуженным авторитетом и работает в таком очень плотном взаимодействии с нашим полномочным представителем, господином Ибрагимом Авизбе. Они наладили неплохие контакты с российским посольством в Анкаре и особенно с Генеральным консульством России в Стамбуле. Вот уже на днях прошла встреча с новым генеральным консулом России, который совсем недавно назначен. И, что называется, сверили часы по взаимодействию с Генеральным консульством, полномочным представительством и Абхазской Федерацией культурных центров. Мы и дальше будем наращивать усилия в этом направлении. Я считаю, что чем больше людей из нашей диаспоры узнают правду сегодняшней жизни Абхазии, развернутся лицом и к Абхазии, и к России, тем больше будет пользы для нашего общего взаимодействия. Мы и дальше будем взаимодействовать с нашими диаспорами, и дальше будем наращивать усилия и в направлении продвижения наших тезисов мягкой силы. Это очень важно для нас. И, конечно, жду от этого достаточно серьезных позитивных результатов. Благодарю. Теперь от Ближнего Востока хотела бы немножко задать вопрос немного в другом направлении, о Латинской Америке, скажем так, и о вашем визите в Никарагуа. Какие ваши главные выводы и впечатления об этом визите? Да, действительно состоялся визит в Республику Никарагуа. Это наш союзник и подлинный друг. Для иллюстрации могу сказать вот о чем. На каждом голосовании, на каждом заседании в международном формате, где речь идет об абхазской повестке, Республика Никарагуа голосует всегда в нашу пользу, и причем делает это абсолютно определенно и бескомпромиссно. Это дорогого стоит. Это только на первый взгляд кажется, что Никарагуа где-то далеко, что, я слышу иногда такие расхожие мнения о том, что зачем нам ездить в такие дали и на что это влияет. В сегодняшнем мире, который, несмотря на огромные масштабы, он довольно компактен, он спрессован. И взаимоотношения с каждой из стран, которая признает государственный суверенитет Республики Абхазия, для нас крайне важен. Крайне важен. Более того, скажу, эти контакты необходимо наращивать и усиливать. В течение нашего визита, который также прошел при поддержке наших коллег российских, посольства в Республике Никарагуа и посольства в Панаме, за что мы им благодарны. Это непростой логистический такой маршрут. Вот в этих визитах также нам оказывали содействие наши российские коллеги. Нам удалось в ходе этого визита встретиться практически со всем высшим руководством Республики Никарагуа. Очень сердечно нас встретил и принял сопрезидент Республики Никарагуа, товарищ Даниэль Ортега Сааведра и сопрезидент Росарио Мурильо. И, конечно, очень много времени мы провели в контактах с советником
сопрезидента товарищем Лауриано Ортега Мурильо. Это человек, который курирует в этой латиноамериканской стране очень большой массив функций, вопросов, задач. И мы наметили очень серьезный такой потенциал взаимодействия. Впервые, как я уже рассказывал, участвовали представители нашего бизнес-сообщества. Сейчас между ними идет очень активное взаимодействие, уже есть определенные контракты. И мне, конечно, это доставляет глубокое удовлетворение. Это реальное наполнение реальным таким вот содержанием нашего сотрудничества. Ну и, конечно, по линии культуры. Как известно, недавно в международном конкурсе, который проводит наша замечательная соотечественница Алиса Шалона Гитсба, участвовала ведущая солистка театра «Инканто» из Никарагуа Катарина Веласкес Дуарте. Она даже выиграла одну из премий. И, кстати, вот при помощи вот этого формата, этого международного конкурса, она уже получила контракт и получила возможность выступать перед очень внушительной аудиторией. Не только у себя в стране, а в Мехико. У нее уже ряд выступлений на телевидении, в концертных залах Мексики и других стран. Это подтверждение подлинного сотрудничества, вот реального сотрудничества. Есть плоды, которые можно Конечно, увидеть. и это поднимает наш удельный вес на международной арене. Да, пока что среди тех стран только, которые признали наш суверенитет. Но мы намерены действовать активно и в дальнейшем. У нас, как я уже говорил, есть определенные планы. Конечно, нас беспокоит ситуация вокруг Боливарианской республики Венесуэла. Как известно, милитаристская активность Соединенных Штатов вокруг этой страны, она заставляет нас очень пристально следить за этой ситуацией. Как известно, у нас функционирует там посольство. И поэтому мы постоянно мониторим ситуацию. Наш департамент Министерства иностранных дел, который отвечает за этот регион, постоянно на связи с нашим посольством. А мы на связи с латиноамериканским департаментом МИДа и с посольством Российской Федерации в Каракасе. Поэтому, конечно, у нас планируется и визит в Боливарианскую республику Венесуэла. Мы хотим сверить часы, поговорить о плане консультаций на 2026 год и, конечно, выразить свою поддержку уже воочию, что называется, народу и правительству дружественной нам страны. Олег Мусасович, теперь хотелось бы поговорить о международных дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье. Женевские дискуссии очень часто критикуют, обвиняют в безрезультативности. Так скажем, да, это то, что о них говорят. Но вот ваше мнение об этом, есть ли там подвижки и так ли это действительно? Ну, действительно, 65-й раунд уже состоялся в ноябре этого года в Женеве. Как известно, это единственный формат международной дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье, как его корректно нужно называть. Это формат, о котором условились все участники, все делегации, которые присутствуют за столом переговоров. А это, как известно, Абхазия, Южная Осетия, Грузия, то есть 3 заинтересованные страны непосредственно, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки и сопредседатели от 3 мировых европейских структур: Организация Объединенных Наций, ОБСЕ и Европейский Союз. Вот таков формат этих дискуссий, этих переговоров. Разумеется, я тоже слышу зачастую мнения, которые говорят о том, что нет прогресса, зачем продолжать ездить в Женеву, если не продвигается основной вопрос. Как известно, главный вопрос – это цель этих дискуссий, это подписание соглашения о взаимном неприменении военной силы. От чего, например, Республика Грузия с упорством, достойным лучшего применения, отказывается уже на протяжении длительного периода. Однако мое мнение и мое убеждение состоит в следующем. Разумеется, Абхазия не может себе позволить в одностороннем порядке выйти из этого формата. Это решение
означало бы только один результат. Наши проблемы, нашу ситуацию сегодняшнюю, планы относительно развития событий в регионе будут обсуждать, но только без нас. Можем ли мы себе такое позволить? Я убежден, что нет. Разумеется, мы и дальше обязаны будем участвовать в этом формате. Я позволю себе такой легкий сленг. У дипломатов принято говорить так, когда говорят о переговорах. Либо ты за столом, либо ты в меню. Мы не можем себе позволить оказаться в меню. Без нас наши проблемы, наши планы, нашу логику, наши аргументы никто не выскажет. Это должны делать непосредственно мы. Кстати, хочу сказать, говоря о последнем раунде, что я заметил, конечно, мы активно провели эти консультации, высказали весь спектр своих аргументов, привели все свои доводы, которые существуют. И я заметил некоторые расхождения в оценке ситуации в Республике Абхазия со стороны, например, грузинской делегации и со стороны сопредседателей, которые посещают перед каждым раундом нашу страну, просят о встречах и так далее. Они дают весьма умеренные оценки, в то время как грузинская делегация говорит о более вымышленных, нереалистичных вещах, оценивает необъективно сегодняшний статус-кво, сложившийся в регионе уже более 15 лет назад. Мы же базируемся только на реальных фактах. Я думаю, что вот это небольшое продвижение, прогресс, к которому призывают в том числе и международные организации, и сопредседатели, он возможен только в одном случае. В отличие от нас, чьи доводы базируются на реальности, на сложившемся статус-кво, как я уже сказал, в регионе, грузинская делегация по-прежнему, так сказать, болеет вот этими фантомными болями и выдает абсолютно необъективную информацию. Говорят об оккупации со стороны Российской Федерации и так далее. На таком базисе, на такой основе очень тяжело будет добиться прогресса. При этом я убежден, что время работает на нас. Мы говорим о тех вещах, о той ситуации, которая в реальности находится сегодня в регионе, сложилась на земле, что называется. Поэтому, конечно, наша позиция здесь намного более прочна, с моей точки зрения. Консолидированную позицию с нами занимают наши юго-осетинские коллеги, друзья, партнеры и, конечно, также Российская Федерация. Поэтому альтернативы продолжению участия в женевском формате не существует. Нам нужно продолжать также активно отстаивать свои аргументы, свою позицию. Мы уже готовимся к следующему 66-му раунду, который состоится в марте 2026 года. Мы опять будем в Женеве и опять будем, что называется, на глазах у мирового сообщества доносить свою правду, свои аргументы и занимать такую же выверенную и бескомпромиссную позицию. Вопрос, который я не могу не задать, потому что знаю, что он многих волнует. Я знаю, что недавно у вас было такое координационное совещание с министром обороны Абхазии, на котором вы обсуждали вопросы постановки на воинский учет Российской Федерации граждан Российской Федерации и Абхазии, которые имеют оба этих гражданств. В основном тут, конечно, имеются в виду ребята, которые учатся в России. Как вам кажется, вот тут что можно будет сделать, как это будет решаться? Ну, как известно, соглашение о режиме двойного гражданства вступило в силу. И как раз-таки вот некоторые коллизии, которые возникают от того, что, например, в военкоматах, а сейчас они называются мобилизационные центры Российской Федерации, не всегда должностные лица посвящены в детали этого соглашения. Именно этим и было обусловлено состоявшееся наше координационное совещание в Министерстве обороны с участием представителей правовых департаментов и Министерства обороны, и Министерства иностранных дел. Наша задача максимально снять существующие такие небольшие шероховатости для того, чтобы
пребывание прежде всего наших студентов, которые в большом количестве обучаются в высших учебных заведениях Российской Федерации, было максимально комфортно, не отвлекало их от учебного процесса и так далее. Также, конечно, там определенные беспокойства вызывает это у родителей и так далее. Мы готовы к такой работе, к информированию наших российских коллег. Мы выработаем дорожную карту, которая позволит нам взаимодействовать с ними более эффективно. А студентам это позволило бы сконцентрироваться исключительно на получении объема знаний. Именно для этого мы и продолжаем работу в этом направлении. Убежден, что вот такая коллегиальная форма взаимодействия, она наиболее эффективна. И мы достигнем всех тех задач, которые мы перед собой ставим. Олег Мсасович, мы с вами поговорили об итогах уходящего года, но сейчас хотелось бы, чтобы вы поделились теми планами, которые у вас есть на год следующий, на 2026. Ну, действительно, я уже говорил о том, что планов у нас много. Как известно, президент страны поставил задачи по расширению вот этого ареала стран, которые могут признать государственный суверенитет Республики Абхазия в мире. И мы эту работу активно продвигаем. Президент сконцентрировал основное внимание на регионе Ближнего Востока, Латинской Америки и Африканский континент. Разумеется, мы эти усилия будем наращивать. Как я уже говорил, мы активно консультируемся с нашими российскими коллегами, потому что возможности загранучреждений, посольств Российской Федерации неизмеримо более значительны, в отличие от наших возможностей, но это не является препятствием для нашей активности и для наших усилий. Мы сегодня ведем работу по нескольким направлениям, ожидается ряд визитов, и поэтому мы при поддержке наших союзников и партнеров эту работу будем усиливать и наращивать. Конечно, есть в планах и визиты в те страны, которые уже признали государственный суверенитет Республики Абхазия. Я уже говорил о том, что предстоит визит в Боливарианскую республику Венесуэла. Для нас это очень важный плацдарм для того, чтобы действовать в этом очень непростом, многообразном и очень перспективном регионе. Латинская Америка, Южная Америка и страны Карибского бассейна для нас традиционно являются объектом нашего пристального внимания. Конечно, мы будем продолжать активные контакты и взаимодействие с Российской Федерацией. Думаю, что вырастут наши планы по отношению к российским регионам. Прежде всего, к регионам, таким, которые нам традиционно очень близки, и географически близки, и ментально. Это Северный Кавказ, там, где проживает значительная часть людей, наших братьев, наших близких по менталитету, этнически близких нам людей. И поэтому, конечно, юг России – это те регионы, на которых мы сконцентрируем свою политику распространения, что называется, гуманитарных, культурных контактов и так далее. Думаю, это очень перспективное направление. Разумеется, в ближайшее время мы попытаемся наладить взаимодействие со странами Юго-Восточной Азии. Мы видим ряд перспективных направлений и, конечно, уже начинаем делать определенные превентивные шаги. Я думаю, что вот эти усилия, которые прикладывает наш коллектив внешнеполитического ведомства, а это коллектив, который сложился уже давно, несмотря на то, что, конечно, есть очень значительная часть молодых людей, а, как известно, принцип отбора в МИД, он довольно прост. Это компетентность, ответственность и способность работать на результат. Мы усилиями нашего коллектива, при поддержке, как я уже сказал, наших союзников, будем и дальше продвигать наши внешнеполитические устремления. Мы будем осуществлять нашу внешнюю политику
отстаивать наше право на презентацию наших ценностей, наших идеалов, нашей правды на международной арене. И думаю, что на этом пути нас ждет успех. Олег Мусасович, благодарим вас за исчерпывающие ответы на наши вопросы. Спасибо за интервью. Спасибо. Дорогие граждане Абхазии, дорогие соотечественники, сердечно поздравляю вас с наступающим 2026 годом. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра вам, вашим семьям, родным и близким. Уверен, что наступающий 2026 год станет годом стабильности, упорного труда и достижения наилучших результатов для нашей Родины Апсны. Желаю всем нашим соотечественникам во всем мире добра, мира, а нашему народу и государству стабильности, развития и процветания.